Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Через месяц в стране стартует основной этап всероссийской переписи населения. Но в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Якутии она уже идет. Повседневное школьное меню составляется по требованиям и правилам Санпина, поэтому в каждом блюде больше витаминов, меньше жирности. Отдохнувшие загорелые дети из пострадавшего от лесных пожаров села Бяськёль вернулись из отдыха в Артеке домой. Начнем наш выпуск с эпидобстановки. За сутки на территории Якутии выявлено 174 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 102 в Якутске, в Амгинском районе 8, в Вилюйском 6 случаев. По 5 заболевших выявили в Мирнинском, Сунтарском и Татинском районах. В Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Хангаласском районах по 4 случая. Еще в 19 районах зафиксировано от 1 до 3 заболевших. Лесные пожары на общей площади свыше 37 тысяч гектаров ликвидировали в республике за прошедшие сутки. Всего в Якутии действует 46 природных пожаров, ликвидировано 6. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжают действовать 2 лесных пожара в 10-километровой зоне на территории Вилюйского и Амгинского районов. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где действует 6 очагов. Сегодня 6 воздушных судов авиакомпании «Полярные авиалинии» продолжат работу. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в Якутске. Уровень воды поднимется на реке Лена на участке Хатынг-Тумул-Хангаласы. В пределах Алекминского и центральных районов наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью от 10 до 50 сантиметров за сутки. Ожидается формирование максимума дождевого паводка на участке Хатынг-Тумул-Санаяхтах. На остальных участках реки продолжается спад уровня воды. Первая цифровая и последняя бумажная в стране. Через месяц, 15 октября, начнется основной этап всероссийской переписи населения. В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Якутии перепись уже идет. К таким в республике относится 301 населенный пункт. В них проживает более 126 тысяч человек. В половине из них перепись уже проведена. Остальных предстоит охватить за оставшиеся дни сентября, сообщили в Саха-Якутия-Стате. Треть территории Якутии относится к отдаленным труднодоступным территориям, куда в основной срок переписи в октябре и ноябре невозможно добраться никаким транспортом, поэтому оно проводится в другие сроки. Так, например, севера наши прошли перепись в апреле, далее был июль, август, и вот сейчас большая часть труднодоступных территорий проходит перепись сейчас в сентябре. Например, Хангаласский район, хоть он и находится недалеко от центра республики, от Якутска, но тем не менее половина его части относится к труднодоступным территориям, поскольку находится за рекой. И в октябре-ноябре мы туда не доберемся никак. Мясной суп, гуляш, котлеты, пирожки, булочки и салаты. Это далеко не весь ассортимент блюд, которые повара готовят в школьных столовых. С началом нового учебного года организация горячего питания выходит на первый план. Сейчас в республике одноразовым питанием обеспечивается 98%, то есть 145 тысяч учащихся. Из них 64 тысячи младшеклассников питаются бесплатно. Стоимость питания одного ученика начального звена составляет 102 рубля. Для организации в этом году предусмотрено 1 миллиард 60 миллионов рублей. Львиная доля выделена из федерального бюджета. Также детям малообеспеченных и многодетных семей предусматривается компенсация. А повседневное школьное меню составляется по требованиям и правилам Санпина, поэтому в каждом блюде больше витаминов, меньше жирности. У нас по республике несколько разработанных меню. Да? Есть 20-дневное цикличное меню для обучающихся от 7 до 10 и от 11 до 18 лет. Для специально разработанное меню для обучающихся нашей республики с учетом климатических особенностей, да, с учетом возрастных особенностей. И это меню у нас есть на сайте Министерства образования, в баннере питания школьников. И общеобразовательные организации на основании этого меню могут разрабатывать свое меню.
Отдохнувшие и загорелые. В Якутск сегодня вернулись 39 маленьких жителей, пострадавшего от лесных пожаров села Бяськёль горного района. Отдохнули дети в международном детском центре «Артек», расположенный в городе Ялта на южном берегу Крыма, куда сопровождал их директор школы. Напомним, после пожара глава Якутии Айсцен Николаев попросил президента страны Владимира Путина помочь в отправке детей в лагеря. Смена длилась 21 день. За это время они посетили различные кружки дополнительного образования и психологические тренинги. Купались в море, загорали на солнце, занимались спортом и, конечно же, обзавелись друзьями со всего мира. По словам сопровождающего, ребята сполна смогли почувствовать настоящую артековскую смену со всей ее отрядной деятельностью. Отдыхали вот в самом лучшем в мире, так сказать, да, лагере в Международном детском центре «Артек». Очень тепло встретили, насыщенная программа совсем, времени у детей не было. И мы вот ждали детей в Симферополе, и совсем вот связи, контакта с детьми не было даже. Итак, общее впечатление у детей вообще хорошее. Отопительный сезон 2021-2022 года начался во всех 36 муниципальных образованиях республики. В штатном режиме работают все объекты тепла- и водоснабжения, в том числе и в арктических районах, где запуск тепла является одним из приоритетных, отметили сегодня на совещании, которое в режиме видеоконференц-связи провел первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников. По информации профильного министерства, на 100% подготовлена и инженерная инфраструктура. Между тем, есть определенные точечные моменты, где запуск тепла до сих пор не произведен из-за выполнения ремонтных работ как в столице, так и в ряде населенных пунктов. Один объект у нас по городу Якутску по жилфонду – это Можайского 19/1. В рамках выполнения работ по фонду капитального ремонта есть определенные сложности, но поставлена задача сегодня в течение дня запустить тепло в данный дом. По объектам здравоохранения у нас на Свердлова стоматологическая клиника выполняет уже ремонтные работы по линии Министерства здравоохранения. Сроки выполнения работ определены 20 сентября, то есть на следующей неделе, в понедельник, тепло должно быть тоже обеспечено. Что касается других муниципальных образований, тоже есть ряд точечных вопросов, которые должны быть решены до 20 сентября. По жилфонду обеспечение, 100% обеспечение теплоснабжением должно быть решено до конца сегодняшнего дня. Между тем, в рамках подготовки к отопительному сезону завоз топливно-энергетических ресурсов из текущего плана выполнен на 87%. Это соответствует намеченным графикам. Навигация должна завершиться в октябре месяце. Как отметил министр ЖКХ, уровни воды в этом году позволяют выполнить все навигационные планы в срок. Тем не менее, эти вопросы находятся на особом контроле у главы республики, правительства и профильного министерства. В Хангаласском Улуссе сельхозпредприятие «Хангалас-АС» запустило в работу очередной цех. На этот раз в селе Тумул. Новый цех специализируется на приеме молока для изготовления сливочного масла и сметаны. Также местное население может сдавать в цех за деньги ягоды, зеленый лук и полевые одуванчики. Посетила цех моя коллега Виолетта Засимова. На самом деле здание маслоцеха в селе Тумул возвели еще 10 лет назад народным способом. Но все эти годы стройку не могли довести до ума, не хватало материалов. То оборудования не хватало, то еще чего-то, потому что дороги не было, и только надо было доставлять только водным путем. В прошлом году за долгострой взялось сельхозпредприятие «Хангалас-АС». Снаружи и внутри провели ремонт, завезли оборудование, пастеризатор и маслобойку, договорились с местным фермером о регулярной поставке молока и открыли цех по изготовлению сливочного масла и сметаны. Сперва пропускаем через сепаратор молоко, оно превращается в сметану. Сметану мы берем и пастеризуем сперва, потом в морозильную камеру, потом через некоторое время в маслобойку.
там мы делаем масло уже. Уже готовый продукт. Тут упаковываем, тут все сами. Половину здесь продаем, половину уже отправляем в Максугаллох. Помимо молока, сотрудники цеха начали принимать у местного населения зеленый лук, землянику, красную смородину, полевые одуванчики и даже сосновые шишки. Собранные дикоросы отправляются в другие цеха сельхозпредприятия, где их перерабатывают в готовую продукцию. Одуванчики, например, в Максугаллох, бруснику в Максугаллох, красную смородину он тоже сдавали в еде и отправляем на переработку. Там есть тоже цех, Там есть тоже цех, который все перерабатывает. Цех работает сезонно с июня по конец сентября. Сейчас идет приемка молока и брусники от населения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Бронзовая призерка Степанида Артахинова и участница Паралимпийских игр Анастасия Диадорова сегодня прибыли в Якутск. Спортсменок встретили родные и близкие Министерства по физической культуре и спорту, Ассоциация физической культуры и спорта и инвалидов в республике. Степанида Артахинова – заслуженная мастер спорта по Российской Федерации. Бронзовый призер 14-х и 16-х Паралимпийских игр. На днях в свой день рождения получила в Кремле медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Следом за Степанидой прилетела Анастасия Диадорова, которая заняла 5-е место в заплыве на 100 метров на спине среди женщин. Спортсменок тепло встретили болельщики. Ну, конечно, я была очень удивлена и было очень приятно. И мне вручили подарок. Так, ну, передал. Там. А что за подарок? Был платок, да. Для себя очень удовлетворена результатами. Конечно, очень обидно, что все эти 9 лет прошли, можно сказать, даром, потому что мне не удалось отобраться в финал. Но когда не закрыл цель, есть такое неудовлетворение именно от этого. Но я очень довольна, что игры состоялись, и огромное спасибо японцам за то, что они сделали этот праздник для нас. К этой минуте у меня все. Продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.